Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодняшняя наша тема наиважнейшая, тем более в наше время, это истинная причина того, почему люди заблуждаются, и им кажется, что они на истинном пути. Будучи в заблуждении, они говорят, что они на истинном пути ислама. Почему так происходит? В чем истинная причина? Как известно, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, дал нам знать, что будут разные течения, разные секты, которые будут себя относить к истинному пути пророка, алейхиссалату вассалам, но они не будут таковыми. Этот хадис известен, который передал имам ат-Тирмизи, рахимахуллах, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит: «Сатафтарику уммати иля 73 фирка, куллюхум финнар, илля вахида», что означает: воистину моя умма разделится на 73 течения, все они в аду, кроме одной из них. То сподвижники спросили: «Я Расул Аллах, ва ма хия?» «Эй, фирка наджия». Что же это за группа, которая не будет в аду и спасется? То посланник Аллаха сказал: «Вахияль джамаа». Это та группа, которая большинство своей последовали этому пути, то есть убеждениях. То есть по пути пророка большинство мусульман, на чем они сейчас были всегда во все столетия, это и есть истинный путь. То есть так задуматься, 73 течения, 72 течения в аду, и только одно из них, одна группа в раю. Это на самом-то деле огромное количество, кажется. На самом деле нет. На самом деле эти 72 течения – это маленькие группы. Например, если всего на Земле 2 миллиарда мусульман, как сегодня говорит статистика, мы уверены, что больше мусульман, то из этих 2 миллиардов мусульман, если взять эти группы, то каждая группа, количество их до 100 тысяч человек, чуть больше, чуть меньше. То есть это не огромное количество, миллионами за ним последователей нету. То есть каждая группа 50, 100, чуть больше, чуть меньше тысяч человек, то эти все группы, если взять вместе взятыми, до миллиона. Чуть больше, чуть меньше, но ни в коем случае не миллиард. То получается, все остальные – это ахлю сунна валь джамаа. То есть это все мусульмане, о которых говорил пророк, алейхиссалату вассалам, так как он в другом изречении говорит: «Ла таджтами'у уммати аля далаля». Моя умма, она не собирается на заблуждении, то есть не объединится на заблуждении моя умма никогда. То если мы посмотрим и задумаемся, на чем, на каких убеждениях мусульмане всего мира, посмотрите Турцию, посмотрите Азию, посмотрите остальные, такие как, например, Индия, там, Афганистан. На чем эти люди, на каких убеждениях, на чем они живут? Это убеждение матуридия, акида, вероубеждение, путь соблюдения – это мазхаб Абу Ханифы, а также признавание тарика, тасаввуфа и пути аулия. Если взять, например, Кавказ, Иорданию, Египет, Марокко и многие другие страны, это аш'ария, шафиия, шафииты по соблюдению, аш'ариты по убеждениям, тасаввуф, тарика, путь аулия. То есть куда мы ни пошли, большинство мусульман целыми странами, укоренелыми, они находятся на пути всех сподвижников, табиинов, атбау табиин. А все остальные группы, такие как вахабия, шиия, му'тазилия, кадария и другие, это все мелкие группы. Кажется, что их много, так как они в интернет выплыли, в интернете какие-то ролики делают, но на самом деле нет. Мы путешествуем, мы видим, мы знакомимся, мы знакомы с многими учеными, шейхами, имамами многих стран, и это всем известно. Но есть причина, ведь эти секты, эти 72 течения тоже читают Коран. Они тоже учатся. Некоторые учатся в Медине, другие в Сирии, другие в Египте. По 10, по 15 лет. И тоже читают Коран, как и мы, на арабском языке. И тоже читают хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, как и мы. Но почему они заблуждаются? Почему их такое количество, этих убеждений заблудших, почему их так? Вопрос очень прост. И ответ очень
гениальны. Как говорится, все гениально, оно очень просто. В Коране Аллах говорит в суре Аль-Бакара: «Аста'идhu биллах, юдиллу бихи кафира, ва яхди бихи кафира». Как же много людей, читающих Коран, Кораном Аллах заблуждает этих людей. И как же много читающих Коран, Кораном Аллах наставляет на истинный путь. И смотрите, что дальше говорит Всевышний в этом же аяте. «Вама юдиллу бихи илля аль-фасикин». И я не заблуждаю Кораном никого, кроме как с грязными сердцами фасиков, больших грешников. Субханаллах. Ответ очень прост. Человек будет читать Коран 20 лет, изучать Коран 30 лет, но если у него грязное сердце, что значит грязное сердце? Что за грехи такие должны быть, чтобы не дать человеку последовать за истиной? Высокомерие, себялюбие, тщеславие, зависть, ненависть к мусульманам и тому подобное. Вот эта грязь, если у человека есть сердце, он будет годами учиться, он будет годами делать суджуду, у него здесь будет синяк, у него здесь будет мозоль, дырка протрется, этот человек не станет на истинный путь, потому что сердце грязное. Так как сердце не позволяет ему признать истинность, правильное понимание всех мусульман, так как Аллах сам в Коране дает нам ответ: «Вама юдиллу бихи илля аль-фасикин». И я не заблуждаю Кораном никого, кроме как фасиков. Теперь давайте вернемся к самому первому неверию, самому первому язычеству. Это кто был? Иблис, лянатуллахи алейхи. Вначале он был мусульманином, его имя было Азазиль. И он поклонялся Всевышнему и был в раю. Но когда Всевышний Аллах создал Адама, алейхиссалям, прекрасным телом, как известно, из почвы земли, разных почв земли, это тело было в раю, перемешано с райским родником. И после этого Аллах дал прекрасный облик этому телу. И когда он ожил, Иблис уже начал завидовать до оживления. Он уже начал говорить: это тело для чего-то великого создано. Потом, когда Аллах создал в нем душу, Адам, алейхиссалам, ожил по воле Аллаха, тогда Аллах Всевышний повелел ангелам и Иблису сделать суджуд ему для приветствия, не для ибады, для приветствия. Ангелы, естественно, сделали, так как ангелы не ослушаются Аллаха Всевышнего никогда, в мгновение ока не ослушаются. А Иблис, он был джинном, он не был ангелом. Он сказал: я не буду делать суджуд тому созданному, который создан из земли. Ведь ты меня создал из огня, а его из земли. Я лучше него, вал'ияду биллахи та'аля. Хотя Аллах Всевышний дал ему знать, что Адам лучше тебя, так как он пророк, посланник Аллаха. Несмотря на это, Иблис не сделал суджуд из-за высокомерия. Явно, видя повеление Всевышнего, отказался, и не то, что отказался, отрицал. Что отрицал? Какой закон отрицал? Что Адам лучше него. И что произошло? Отступил от веры ислам, стал «Вакана миналь кафирин», сказано, стал из кафиров, неверующих. И его выгнали из рая, и он на земле. После этого что Иблис сказал? Он сказал: «Фаби'иззатика, о Аллах Всевышний, я клянусь твоим величием, ля угвияннахум аджмаин, я их всех заблужу, всех людей, всех потомков Адама». И тут же сам Иблис делает исключение. Внимательно слушайте. «Илля ибадака минхумуль мухласин», кроме как твоих благочестивых, искренних рабов. Аллаху Акбар. Сам Иблис признал, что он ничего не может сделать с истинными, с искренними, благочестивыми рабами, ничего не могу сделать. Это пророки, аулия, богобоязненные мусульмане. Ничего не могу с ними поделать. Говорит, Иблис сам признался, и в Коране Аллах это признание дает нам знать. Теперь смотрите, Аллах Всевышний говорит: я заблуждаю Кораном тех, у кого есть грязные сердца. Я на протяжении почти 20 лет занимаюсь этим делом, ад-да'ва или ислам, призывая людей к исламу, занимаясь именно делом, обучая людей истинным убеждениям. Я встречал многих заблудших сект,
И всех, кого я встречал, особенно ваххабисты, эти люди, они были с грязными сердцами. Или высокомерные, или завистники, или же у них что-то было, любовь к этой дуне, какая-то грязь сидела. Всегда. А если это искренний человек, у кого сердце чистое, как только он слышит истину, как только он слышит правильные убеждения, сразу принимает. А как только он слышит истину, и у него грязное сердце, никогда не примет, он будет на своем заблуждении. Потому что Аллах объединяет грязь с грязью, заблуждение с заблуждением, неправильное убеждение с неправильным убеждением. Истина мусульман вместе объединяет. Это закон. Это закон, который Аллах создал в этом мире, и от этого никуда нам не деться. Поэтому ответ очень прост. Надо иметь искренние, чистые сердца. Разъясненно в этом другом аяте Аллах говорит в суре Али-Имран, сказано, аста'изу биллах, «Хуа аллази анзала алейка аль-китаб, минху аятум мухкамат, хунна уммуль китаб, ухру муташабихат». Воистину Аллах Всевышний спаслал для тебя Коран. В нем два вида аятов. Мухкамат, муташабихат. Мухкамат – это ясный по смыслу, муташабихат – это иносказательный. Мухкамат, Аллах говорит, уммуль китаб – это основа Корана. Муташабихат – это уже для разъяснения, объяснений, но они иносказательные, то есть имеют с точки зрения арабского языка 2, 3, 4 и более значений. Но правильное значение из этих всех, которые с точки зрения языка, шариатское, оно может быть только 1, 2, 3, не более. Все значения языковые не присущи тому, что, например, если это противоречит Корану и Сунне. И будьте внимательны, что далее говорит Аллах в этом же аяте. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. А что касается тех, у кого в сердцах заблуждение, любовь к отклонению, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. То эти люди, они следуют аятам муташабиат иносказательным для того, чтобы изыскать свое заблуждение, найти в нем, и искать фитну, и распространять фитну. И они стремятся к тому, чтобы узнать что-то скрытое, и для распространения фитны. Вот для чего они следуют, так как у них в сердцах что? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Фи кулюбихим, их сердцах зайх, отклонение, заблуждение, любовь к этому. Тот аят, который приводили, илля аль-фасикин. Это заблудшие грязные сердца. Каждый из мусульман сегодня боится попасть в какую-то секту. Каждый думает, а я где? Каждый имеется в виду невежественный человек. У кого есть знания, он четко знает, где он. Невежественный мусульманин, он не понимает, так как у него нет знаний, чтобы посмотреть, в какую сторону ему идти. Я даю совет из Корана, пусть каждый ясно возьмет это. Аллах говорит, не будь фасиком, не будь грязным сердцем, не будь из тех, кто любит отклонение, заблуждение. Ищи истину, Аллах тебя не оставит. Это тоже закон. Аллах не оставляет искреннего, даже если он невежда, искреннего мусульманина, который ищет истину и действительно размышляя, думая, анализируя, рациональным мышлением, думая всесторонне, такого человека искреннего Аллах не заблуждает. Он выходит из этих, даже если он был среди них, он от них отделяется. И в другом аяте, последний аят, который мы сегодня скажем, Аллах говорит ясно: «Илля ман аталлах бикальбин салим». Будут в тяжелом положении в судный день, будут наказаны, кроме как тех, кто пришел с чистым сердцем от заблуждения, неверия, грязи и фиска, грехов. Поэтому, дорогие мусульмане, я советую в первую очередь себе, потом вам, быть искренним, с чистым сердцем, тогда Аллах вас наставит. То есть изначально как ты должен настраиваться, чтобы не попасть в заблуждение. Каждый из нас должен настраивать, направлять свое сердце именно к чистоте, именно к тому, чтобы не попасть в заблуждение. Должно быть без зависти, без высокомерия, без того, что человек тщеславный, себялюбивый и тому подобное. Это все убрать, чистоту взять и идти. Аллах наставит. Главное постремиться и делать причины. Акулу хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.